на работу на метро. Градоначальник решил лично ввести в эксплуатацию новый поезд «Русич». Напомним, состав с завода «Метровагон Маш», что в Мытищах, прибыл в Казань 28 января. Это 5-й поезд, который будет колесить по казанской подземке. Благодаря этому в вагонах станет просторней, а время ожидания на платформе в часы пик сократится до 8 минут. Сергей Темляков сегодня тоже оказался в числе первых пассажиров. До работы на метро первым делом мэр осмотрел новый поезд. В нем всего 3 вагона, но он на 5 метров длиннее, чем курсирующие питерские составы. «Русич» вмещает 732 человека, старый всего 668. Директор подземки Асфан Галямов доложил, как теперь изменится график движения. У нас на сегодняшний день интервальность 11 минут 50 секунд. С вводом нового состава интервальность будет 8 минут. Удобно, что появились ручки, как-то освещение побольше стало. Нравится, красиво, светло и народу мало. Новый поезд вышел на линию в 10 часов утра. В кабине машиниста нам показывают новшества. Машинист может видеть по монитору, что происходит у него в вагонах и также на платформах. В марте мы получим еще 2 состава. Вот этот первый пришел. Наши казанцы, жители и гости столицы уже в комфортабельных условиях. Даже в часы пик не будет такой суеты и толкотни, будем говорить простыми словами. Позже на совещании, где обсуждали дальнейшее развитие электротранспорта, заявили об усилении мер безопасности. Теперь следить за тем, что происходит в метро, будут и сотрудники ФСБ. Картинки с камер будут поступать непосредственно на пульт этого ведомства. До деревни Универсиады с улицы Мавлютова в текущем году пустят новый троллейбусный маршрут, а на станции Козья Слобода откроют новый вестибюль. Я думаю, в первое полугодие мы откроем до 1 июня и второй вестибюль, и пешеходные переходы через улицу. Но одна из главных новостей: с марта всем работникам метро и электротранса прибавят зарплату. Сергей Темляков, Дмитрий Рыженко, телеканал «Эфир». Благодаря